1 июля в нашу страну приехали специалисты российского МЧС для передачи абхазским коллегам современного реанимобиля категории «С». А это значит, что машина буквально спасает жизнь. Автомобиль оснащен самой современной медтехникой, среди которой аппарат ингаляционного наркоза, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф и другие необходимые в экстренных ситуациях устройства. Но пользоваться всем перечисленным нелегко, поэтому российские специалисты МЧС провели для абхазских коллег и сотрудников Минздрава Абхазии курсы обучения правилам эксплуатации медицинского оборудования и технической документации реанимобиля. Причем надо отметить, что большинство ваших специалистов МЧС Абхазии знакомы с этим оборудованием, но они знакомы по работе в стационарных условиях, в клиниках. И вот в данном случае все это оборудование находится в одном месте, в одном автомобиле, который позволяет практически оказывать помощь при различных травмах, при различных заболеваниях, вплоть до того, что они позволяют недоношенного ребенка откуда-то из глубины республики довести до республиканского центра живым. По словам специалиста, обучающие курсы прошли в 3 этапа – теория, практика и обучение пользованием реанимобилем. Ну, во-первых, должны сказать, что люди работают с желанием, то есть они заинтересованы в том, чтобы проводить так сказать, получать дополнительные знания. Причем мы не пришли тут что-то менторствовать и рассказывать, мы просто освежаем знания, которые есть у ваших сотрудников. Это первое. Второе. Люди с желанием работают, и они посвятили свою жизнь работе в условиях в своем министерстве. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Клицыня отметил, что реанимационного автомобиля ведомству крайне не хватало. Теперь в планах создания медицины катастроф на базе МЧС, отметил министр. То есть туда будет входить и скорая, и санавиация, и оказание и психологическое, и медицинское, то есть это будет в комплексе. Это мы планируем на 2019 год. Мы вели переговоры с премьер-министром, сам предложил об этом президент. Об этом мы говорили еще в прошлом году. На сегодняшний день для того, чтобы оказать быструю необходимую помощь, то ли в горах, то ли где оно случится, беда, к сожалению, оно бывает. Поэтому у нас есть, в принципе, для оказания экстренной помощи все необходимо. Обучение врачами Центроспаса МЧС России абхазских специалистов навыкам обращения с современным медицинским оборудованием реанимобиля завершится сегодня, 11 июля. Анастасия Никонова, Рамо Камке, Абаза ТВ.